Всем привет! После выхода 40-й прошивки на Nokia 5800 возникло много споров о том, какой же телефон лучше, какой телефон предпочесть, но Nokia 5800 или 5530. И вот что я хочу сказать на этот счет. Эти телефоны очень похожи. Сейчас у них даже, видите, прошивки одинаковые, то есть все функции пересекаются, ну, их реализация. Можно все одни и те же приложения использовать. Также есть акселерометр и все. И разница только в нюансах. А именно нюанс первый, наверное, по внешнему виду. Как видите, Nokia 5530 чуть-чуть потоньше, чем 5800. В руке она воспринимается еще более миниатюрно, чем 5800. Ну, собственно, наверное, качество сборки все-таки выше у 5530. Многие говорят, что вот ползунок блокировки у нее не очень, но болтается. Но как видите, вот я делаю пальцем, ничего, все нормально работает. То есть в этом отношении все нормально. То же самое и у 5800. Задняя поверхность здесь сделана такая, типа софт-тач, а здесь глянцевая, гладкая. Но это тоже все на любителя. Модули камеры практически одинаковые, 3,2 мегапикселя. Единственное, что 5800 вспышка чуть-чуть посильнее. Вообще, наверное, стоит говорить о подобии этих телефонов, но как бы они представляют немного два лагеря. Это 5530 это, наверное, разумная достаточность, то есть все, что нужно в современном мультимедийном устройстве, в телефоне для обычного пользователя все есть в Nokia 5530, а Nokia 5800 сейчас как-то более развивает эту тему, несмотря на то, что она была первопроходцем. У нее чуть-чуть больше емкости аккумулятора 1320 мАч против 1000 мАч Nokia 5530. У нее вот, как вы видели, двойная вспышка вместо одинарной. У нее связь третьего поколения, а не только Edge, как у Nokia 5530. У нее есть GPS-модуль, хотя у Nokia 5530 его надо подключать. А также карта памяти в комплект входит на 8 гигабайт, а у Nokia 5530 на 4 гигабайта. То есть тут идет такая игра с потребителем, потому что конкуренты нажимают, нужно перекрывать многие рыночные ниши. И для этого создано два телефона. Nokia 5800 берет основной массовый сегмент именно продвинутых устройств. Она способна конкурировать и с андроидами, и с Windows Mobile телефонами, потому что практически все те же функции она реализует, и многие даже лучше, чем на названных операционных системах. Там слишком дорогие телефоны, способны бросить ей вызов. А так это телефоны, ну, очень равнозначные. А 5530 бьет в нижний сегмент тачфонов, то есть она бьется не против, прежде всего, коммуникаторов и смартфонов, она бьется против обыкновенных телефонов, но с сенсорными экранами, такими как LG, Samsung, и здесь она опять же выигрывает за счет своей гораздо большей функциональности, за счет того, что это смартфон, за счет более качественного экрана, вообще все реализации и ощущение качества у нее выше. Поэтому, я думаю, не стоит спорить, какой телефон лучше, а надо просто решить, готовы ли вы переплатить там, скажем, 3-4 тысячи за Nokia 5800 и получить чуть больше, или не переплачивать эти деньги и получить вот 5530. Причем, опять же, еще выбирая сердцем, например, дизайн, мне лично у 5530 нравится чуть больше. Но я бы предпочел, чтобы размер был такой же, как у 5800. То есть тут очень тонкий момент, и я думаю, не стоит спорить и обижаться друг на друга. Ребята, если мы все любим Nokia, то зачем нам еще друг другу говорить, что нам что-то не нравится? Ну, на этом, я думаю, все. Я свое мнение высказал насчет этого. А какие-то технические характеристики вы можете посмотреть и так спокойно в любом, вот, например, на Яндекс.Маркете. Ну, всем пока.